Другим темам накануне двое курсантов Якутского института водного транспорта Иннокентий Степанов и Александр Ефимов спасли троих утопающих в столице. С молодыми героями встретился наш корреспондент Виталий Абрамов. Второкурсники Иннокентий Степанов и Александр Ефимов во время вечерней пробежки после занятий на территории дамбы стали свидетелями несчастного случая. Пытаясь спасти провалившегося под лед мужчину, женщина, а затем еще один мужчина сами оказались в ловушке в ледяной воде. Просто так невозможно было подойти. Нам пришлось лечь в правильную позицию и идти подползать потихонечку к ним. В этот момент, пока я подползал к ним, Кеша побежал до машины за веревкой или за чем-нибудь длинным, чтобы можно было вытащить их. Ребята не растерялись и из подручных средств сделали веревку. Взяли шарфик, связали веревку с шарфиком и начали кидать им веревку, чтобы вытащить их. Сначала, конечно, они толпой полезли втроем. Но потом женщину они сразу же первые начали. Тем временем подоспели спасатели, которые эвакуировали женщину в бессознательном состоянии. Ребята не думают, что совершили героический поступок. Как они говорят, так бы поступил каждый. Их поступок оценили спасатели, и Главное управление МЧС по Якутии решило наградить ребят. Они молодцы. В таких случаях счет идет на минуты и на секунды. От всего коллектива Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия хочу выразить благодарность курсантам. Мы обязательно отметим ребят, они этого заслужили. Тем временем наступает весна, и лед на водоемах республики начинает активно таять. И сотрудники МЧС предостерегают якутян о коварности весеннего льда и дают советы, если вы оказались в полынье. Если вы чувствуете то, что перед вами начинает ломаться лед, хрупкаться, то лечь на лед и карабкаться на наиболее безопасное расстояние. Площадь увеличится, то есть уже провала уже можно избежать. А теперь что делать, если вы стали свидетелем того, как под лед провалился человек? Даже куртка может помочь человеку. Только не давайте ее за капюшон, что может оторваться или еще что-то. Подайте палку, веревку человеку. Подойдите так с наиболее тоже безопасного расстояния и кромки льда, чтобы не угодить там уже, чтобы не очутиться там уже вместе с ним. Напомним, случай произошел на технологическом водоеме ТЭЦ, где вода постоянно нагревается, и из-за этого лед там тонкий. Пострадавшие проигнорировали все меры безопасности, а также установленные там аншлаги. И в инциденте виноваты они сами. Между тем, весна наступает в свои права, и в скором времени лед во всех водоемах Якутии начнет слабеть. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.